Я вам предлагаю отправиться в путешествие по сказке. Давайте прочитаем сказку. А где у нас книжки лежат? Вот, да. Ребята, а где все книги-то у нас? Куда книги-то исчезли? Не знаю. А где книжки-то у нас? Сообщение приходит, ребята. Обратите внимание на экран. Смотрите. Идите скорее, смотрите, все сообщения идут сюда. Привет, ребята! Я волшебная книжка. Я растеряла все свои странички. Помогите мне их, пожалуйста, найти. А чтобы вы знали, куда нужно следовать, я отправила вам письмо с картой. Это Зали. Эта книжка к нам обращается. Это Она что говорит, что такое? растеряла все свои странички. И оставила нам какое-то письмо. Кто видел письмо, ребята? Давайте поищем письмо. Где может быть наше письмо, ребята? Поищите, посмотрите. Ребята, кажется, вот оно, наше письмо. Посмотрите. И вот еще что нам оставили. Что это такое? Карта. Книжка нас просит отправиться в путешествие по карте. Поможем книжка? Давайте, ребята, посмотрим, что же нам отправили в письме. На письме написано, ребята, наши потеряшки. Что это может значить? Потеряли. Это значит, кто-то потерялся, да? Так, что же здесь у нас? У нас книжка. Вот она, книжка, которая отправила послание. А книжка-то и без букв, и без картинок, да? Да. Так, поможем собрать книжки странички? Да. Поможем. Так, ответственный за книжку кто будет? Кира будет. Кира понесет книжку, да? А посмотрите, что еще здесь у нас. Это что, ребята? Карта. Это часть карты. Посмотрите внимательно. На карте нарисованы цифры. Что за цифры? 1, 2, 3. 3. Это у нас какая цифра? 1. Куда приклеим часть карты? Вот сюда, да? Давайте скорее приклеим. Кто будет у нас ответственный за карту? Кристина будет ответственная за карту. Клей сюда циферку 1. Вот, вместе, да, ребята, все? Вот. Держи, тебе доверяю карту. Самое ценное и дорогое. Без карты нам не справиться. А куда, ребята? Ребята, теперь посмотрите на карту. Это что такое? Это мы с вами, да? Да. А куда нам нужно отправиться? Туда. А что это нарисовано? Шкафчик. Шкафчик. А вы знаете, где они у нас? Да. Побежали скорее. Посмотрите, вот написано «Наши потеряшки». Ребята, послушайте задание какое. Задание. Все герои растерялись. Почему они потеряшки? Они потерялись. Они потеряли свое место. Да, и видите, у нас тут картинки нарисованы. Это картинка из какой сказки? Как вы думаете? Какая сказка? Бабушки. С самоваром. Какая сказка? Муха-цикатуха. Муха-цокотуха, конечно. А это как вы думаете? Айболит. Айболит. Конечно. Давайте распределим героев к своим сказкам. Давайте, ребята, давайте, скорее, скорее. Нам нужно спасти книжку нашу. Айболит здесь у нас? Нет, вот здесь, конечно. А слоненок здесь? Да. Да, вот туда ставим. Молодцы. Справились с заданием? Молодцы, все правильно. Ребята, а что это у нас? К какой сказке это относится? Айболит, конечно. Смотрите, ребята, я нашла еще одну. Кристина, держи карту. Держи карту. Давайте же посмотрим. Посмотрите, что нарисовано на письме. Написано «Станция мультяшная». Что же это может значить? Давайте смотреть, что внутри. Часы покажу. Нет, как вы думаете, это что такое? Это кто, ребята? Умывальник. Как его зовут? Умывальник. А как его зовут? Из какой он Мусорный. Мой Давид, конечно. А это, ребята, еще одна часть карты. Какая цифра нарисована? Куда на карту будем приклеивать? Цифра 2, да? Так, держи, Кристина,
карту, а мы помогаем клеить, ребята. А я нашла что-то. Так, цифру 2 клеим. Все вместе, ребят, идем сюда. Леша, давай циферку 2 приклеивай. Куда она у нас подойдет? Вот так, да? Ребята, посмотрите, у нас целых 2 странички с картой, да? Ой, с книжки с нашей. Здесь какая цифра? 1. Давайте вклеим в нашу книгу циферку 1, да? Так, Юмжана, вклеивай циферку 1. Книжечку-то будем собирать. Вот так. А это у нас какая циферка? 2. Это 2-я страничка нашей книги, да? Вот она у нас. Давайте тоже ее приклеим на свое место. Так, давай, Кира, клей. На циферку 2 клеим. Да. Молодец. Половина книги у нас собрана. Пойдемте. Где наша карта? Кристина, где наша карта? Куда мы отправляемся дальше? Куда? Посмотрите, ребята, по карте. Куда мы отправляемся дальше? Что это нарисовано? Компьютер. Где у нас стоит компьютер? Все внимание на экран, ребята. Кривоногой и хромой выступает умывальник и качает головой. Ах ты гадкий, ах ты грязный, милый ты поросенок, ты чернеет глупо чисто, полюбуйся на себя. У тебя на шее вакса, у тебя под носом клякса, у тебя такие руки, что бежали даже брюки, убежали от тебя. Ребята, а почему от мальчика убежали вещи? Он был грязный. А, ребята, что это за мультик? Мультфильм, да? Нужно умываться? Да, конечно. Нужно всегда соблюдать правила гигиены и умываться, да, ребята? Смотрите, у нас есть еще одно письмо. Давайте же посмотрим, что в нем. Написано «Станция умывайка». Что же это может значить? Так, что тут у нас? Цифра 3. Посмотрите, какая цифра? 3. Куда мы на карту ее приклеим? Куда приклеим? Сюда приклеим. Давайте, ребята, приклеим. Так, кто у нас за книжечку ответственный? Кто за книжечку? Держи. Так, давайте. Саша, давай приклеим цифру 3. Все, молодцы. Куда отправляемся дальше по карте? Где у нас эта картинка нарисована? Что это? Скорее отправляемся. Ребята, что мы здесь делаем? Что мы тут делаем? Моем ручки, моем лицо, да? Ребята, это что такое? Микроб. Это, наверное, злостный коронавирус, который пришел к нам, да? Все мы его боимся. Как мы боремся с коронавирусом, ребята? Водой. Еще чем? Водой и мылом. Ребята, вы знаете, что на наших ручках тоже бывают микробы? Они такие мелкие, маленькие. Их не видно на наших руках. Их можно рассмотреть только с помощью микроскопа. Поэтому сейчас вот у вас нарисованы ладошки беленькие и нарисованы на них микробы. Давайте попробуем. Представим, что наша губка это и есть мыло. И попробуем с помощью нашего мыла избавиться от этих микробов. Стирайте микробы. Берите губку, водичку не надо мочить. Водичку не надо мочить. Стирайте. Стирайте. Стирай, Сонечка. Вот. Стирайте. Ну как, получается? Здорово. Вот что значит, да? Мыть руки с мылом и водичкой.
Молодцы. Я все. Все справились? Да. У всех получилось? Да. Здорово, ребята. Теперь пододвигаем тазики, которые возле вас стоят. А у меня чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось, надо потереть хорошо, чтобы все встало. Я потеряла хорошо. Я потерял. Ага. Все, тазики пододвигаем поближе. Молодцы, ручки все очистили. Губочки оставляем на столах. Угу. Теперь, ребятки, будем экспериментировать с нашими ручками. Мы нарисуем вам на ручках микробы и попробуем их отмыть. Но сначала мы их моем простой водичкой, а потом будем использовать мыло. Хорошо, ребятки? А сейчас давайте немножко с вами потренируем наши ручки, да? Как правильно нужно мыть руки? Кто мне расскажет? Как моем ручки? Открываем кран, смачиваем ручки водичкой, затем берем жидкое мыло, средство, да, для мытья, намыливаем, показываем, как нужно мыть. Намыливаем ручки хорошо, чтобы было много-много пены. Каждый пальчик круговыми движениями, да? Вот так, как мы намыливаем, да? Ручки в замочек. В замочек ручки поставили. Хорошо промыли, потому что под ногтями скапливается самая опасная грязь, да? Хорошо промыли. Затем смыли проточной водой. Струсили лишнюю водичку. И все. Используем полотенце, вытираем наши руки, да? Да. Теперь, ребятки, Мне не надо. хорошо, не будем тебе рисовать. Да. Хорошо, посмотришь, как ребята делают другие. У меня Хорошо. Так, давайте. Вот такие будут зеленые микробики у нас, да? Ага. Вот такие зеленые микробики у нас будут. Хорошо, Соня, теперь мы будем делать. Вот такие зеленые микробики. Так. Я боюсь. Вот такие у нас микробы, да? А теперь губки положите на место, ребята. Губки нам не понадобятся. Начинаем мыть водичкой. Простой водичкой. Простой водичкой моем ручки. Ну как, отмываются? Нет. Нет, не отмываются. А теперь, ребята, давайте используем мыло. Капнем капельку мыла на ручки. Нет, это Кристина. Ага. мою. Намыливаем, чтобы было много-много пенки, да? Чтобы все наши микробы убить. Избавиться от наших микробов. И теперь смываем водичкой. А еще ничего. У меня смылось. Смылось? Да. У меня Ну тоже. вот видите, ребята, водичкой у нас не отмылись микробы с помощью водички, а с помощью мыла мы избавились от этих микробов, да, ребятки? Да. Водичку струсили. Посмотрите, ребята, и наш микроб исчез, да? Да. С помощью водички и... Мыло. Поэтому, ребята, руки моем всегда с мылом, да? Теперь проходите, ребятки, вытирайте ручки полотенцем. Я нашла еще одну страничку. Какая циферка нарисована на страничке? Цифра 3. Какой циферки не хватает? Циферки 3 не хватает. Ребята, ну я сама вклеила, да? Вот, наша книжечка собрана. Мы собрали книжечку. Давайте будем... И карту мы собрали, да? Сколько деталей от карты у нас получилось? 1, 2, 3. Давайте, ребята, будем возвращаться в группу. Посмотрите, ребят, что же это за сказки к нам вернулись? Айболит, Мой Дадыр, да? А мы, ребята, с вами какую книжечку собрали? С какой сказки? Мой Дадыр. Мой Дадыр. Ребята, эти сказки написал замечательный автор. Мы с ним с вами уже знакомились. Как его зовут? Корней Иванович Чуковский. Этот замечательный автор
вот этих всех книг. «Мой Дадыр», «Айболит», «Федорина горе», «Муха-цокотуха», да? Да. Ребята, а кто такой автор? Это такой, он пишет книги. Он пишет книжки, он сочиняет нам сказки, да? Ребята, вы ведь тоже можете быть авторами, да? И у вас было домашнее задание дома с мамочкой и с папочкой изготовить книжки. Давайте представим ваши книжки, да? Давайте. Так, чья это книжечка? Моя. Иди, Ма, сюда. Давай, я буду листать странички, а ты рассказывать сказку, хорошо? Так, к ребятам повернись, чтобы ребятам было всем видно. Как твоя сказка называется? Бабушка. Бабочка. Что было дальше? Жила-была бабочка, у нее была доченька гусеница. Гусеница не стала стать бабочкой, пока мама сделала пирог. Гусеница забралась на крышу полетать и упала. Дальше что было? Мама сделала пирог, пошла звать дочку, не оказалась в комнате. Пошла на улицу, она там лежит. На улице была. Что было дальше? Мама сказала на то, чтобы стать бабочкой, надо укутаться в куколку. Она укуталась и уснула. Когда лето стало, она превратилась в красивую бабочку. И они полетели на море. Какая замечательная сказка. Молодец, Арюка, давайте ей похлопаем. Хорошая сказка. А вот это чья книжечка? Настя, Иди, Максим. Как твоя сказка называется? что поговорить хотят? Про котят. Давай. У Насти нет картинок, но она... Так, расскажет сказку. Как-то раз мы с бабушкой пошли гулять на улицу. Около нашего подъезда были маленькие котята. Один мальчик, а другая девочка. Мальчика я назвала Мишка, а девочку Эля. Мне стало весело, я с ними играла и построила домик из подушек. Здорово. Замечательная сказка. Давайте, ребята, похлопаем. Отлично, Настя потрудилась. Так, ну и еще давайте вот эту послушаем. Жили-были танкисты. Давай, Рома, иди. Так, о чем же наша сказка? Танки. Про танкистов. Говори громче. По танкистам. Про танкистов. Были два танкиста. И два их Рома и Алексей. Началась война. Они поехали. Разбили танков. И один только загорелся танк. И потом еще сгорели немецких танков. А кто победил? Немецкие танки. Здорово. Молодец. Давайте тоже Рома. Молодцы, ребята. У нас здесь очень-очень много книжек, все почти сказки принесли. Вы большие молодцы, здорово потрудились. Ребята, вечером послушаем всех остальных, хорошо? А что мы сегодня с вами делали? Искали книжки. Искали книжку. Какую книжку мы собрали? Мой Дадыр. «Мой Дадыр». А каким героям из сказок мы сегодня помогли? Мой Дадыр. И Муха-цокотуха. Муха-цокотуха. Еще какая сказка? Мой Дадыр. Героям мы помогали. Какая сказка? Мой Дадыр. Мой Дадыр. Айболит, конечно, Айболит, «Мой Дадыр», Муха-цокотуха. А что еще мы сегодня с вами делали с нашими ручками? Мыли. Мыли, да, избавлялись от микробов. Так вот, ребята, «Мой Дадыр» очень хорошая сказка. Сказка про чистоту. Сказка про то, что нельзя быть грязнулей и неряхой, да? Нужно всегда мыть руки, умываться, расчесываться. Ну вот и все, ребята, на этом наше занятие закончилось. Вам понравилось? Да. Будем еще путешествовать? Да. Молодцы.